Ингушетия приняла участие во всероссийском марафоне зарядок на ВДНХ в формате телемоста. К спортсменам в Москве присоединились 200 жителей Ингушетии. В Москве зарядку провели шахматист Сергей Корякин и мастер спорта по конькобежному спорту Екатерина Лобышева. В Сунже зарядку проводил олимпийский чемпион Назир Манкиев. Госдума одобрила пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности иностранных и международных организаций, нежелательных в России. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле. Авторами поправок в КоАП и Уголовный кодекс выступили депутаты всех фракций во главе с председателем Комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Как пояснил ранее Пискарев, поправками в кодексе предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова «неправительственное», в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности до 6 лет лишения свободы. Федеральная антимонопольная служба России и Аэрофлот проработают меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования на авиабилеты российскими авиакомпаниями, говорится в пресс-релизе службы по итогам рабочей встречи с руководством авиакомпаний. ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил глава регулятора Максим Шаскольский. По его словам, во исполнение поручения президента России Владимира Путина служба ведет мониторинг цен на авиабилеты. Шаскольский отметил, что ФАС получает большое количество жалоб. Основным фактором удорожания авиабилетов он назвал рост расходов авиакомпаний на техобслуживание, ремонт и запасные части, а также сокращение субсидий по сравнению с 2022 годом. Депутаты внесли на рассмотрение законопроект о введении досрочной пенсии для педагогов среднего профессионального образования, сообщил председатель Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарии предложили учитывать педагогический стаж и давать право на досрочное пенсионное обеспечение тем, кто не менее 25 лет работал педагогом в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам и по программам среднего профессионального образования, независимо от возраста обучающихся в них студентов. В документе уточнили, что возраст поступающих в колледжи и другие образовательные организации среднего профессионального обучения увеличился, что повлекло снижение процентного числа детей в возрасте до 18 лет. Из-за этого педагогические работники не вырабатывают необходимую продолжительность стажа и не приобретают право на досрочное пенсионное обеспечение. 31 год назад в Ингушетии появился Государственный музей изобразительных искусств. Сегодня музей – это одно из лучших собраний предметов изобразительного искусства, насчитывающее более 3000 экспонатов разных жанров и направлений, включая живопись, графику, предметы декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Фондовые коллекции начали формироваться с 1994 года. Основными направлениями деятельности музея были и остаются сбор, хранение и изучение предметов изобразительного искусства, а также экспозиционно-выставочная и просветительская работа. Правительственная комиссия по законодательной деятельности концептуально поддержала проект закона о введении административной ответственности за опасное вождение, следует из проекта отзыва. Законопроект предлагает дополнить главу 12 Кодекса об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей административную ответственность, выразившуюся в опасное вождение в виде штрафа от 3000 до 5000 рублей. За повторное правонарушение предусмотрено лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Норма ПДД об опасном вождении вступила в силу летом 2016 года, при этом какие-либо санкции к водителям введены не были. Представитель ингушского клуба «Вольник» Ахмед Сакалов вошел в тройку призеров первенства СКФО по вольной борьбе Ю-23. Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, отборочные состязания проходили в столице Кабардино-Балкарии. За медали и путевки на первенство России сражались 258 вольников из 7 регионов Северного Кавказа. Ингушетию на турнире представили 18 атлетов. На пути к бронзовой награде Сакалов сокрушил 3 соперников, уступив лишь одному оппоненту из Дагестана. В финале ингушский борец одолел представителя Чечни со счетом 13-0. Юниорское первенство России пройдет с 15 по 19 августа текущего года в Карачаево-Черкесии.
В Госдуме предложили установить нижний порог при изменении шкалы НДФЛ при доходах, равных по крайней мере двукратному размеру средней зарплаты в России. Это исключит рост налоговой нагрузки для большинства, считают депутаты. По оценке депутатов, такое решение позволит избавить подавляющее большинство граждан от повышения налоговой нагрузки. Сейчас в России действует двухступенчатая шкала НДФЛ со ставками 13%, а для части доходов свыше 5 миллионов рублей в год – 15%.